СССР 4 сентября. Вот и к нам пришел привет от Алроса. Река Вилюй загрязнена. Бюджеты примерно 80 миллиардов рублей. Годовая заработная плата всех бюджетников нашей республики. Мы все понимаем, да, все-таки все зависит от денег. Он правильно остановился, но между тем есть и экология. Аномальные осадки именно стали причиной произошедших разрушений дам. Это техногенное или природное? Мы считаем, что это природное пока. Министерство экологии заказывало в независимой кадастровой компании, проведена оценка объема 170 тысяч кубов. Не 5 миллионов и не 2 миллиона. Ставлены были о том, что Драга переходила не согласованно. Это не так. Вы говорите, все разрешительные были. Кто дал? Кто дал? Решения были все разрешительные документы. Вы прямо вот с трибуны, да, черное и белое говорите. Ну, у вас не было. Был отказ официальный. Последние 8 лет она проработала в этом котловане. Теперь готовится к переходу на новое место, где содержание алмазов выше. Там готовится котлован для перехода. Ровно вот в те дни как раз они занимались перетаскиванием. Или они не успели. Это есть. Тут даже отказать нельзя. Сами сооружения сделаны из грунта, да? И хотелось бы, чтобы... А как же река Лена? Вот эти вот тяжелые металлы, химические вещества, они полностью прошли через Вилюй. Река федеральная, значит, деньги федерального бюджета? Нет. Они вносятся в местный бюджет, то есть бюджеты муниципальных образований. Весной период половодья и в осенний ледостав у нас всегда сбрасываются грязные воды. Всего отзывается раковым заболеванием. Умерли. Сколько у нас осталось сейчас в моем возрасте? Совсем мало. Вот моя тетя из Мирного, она болеет раком. Она сейчас на Свердловом в онкологическом лечится. Ну и что, в принципе, обнаглели. Причем это не только они, это наглеют золотари все потихонечку. Вы тут у себя сочините, какие хотите, а мы с этим считаться не будем. Многие недропользователи такую позицию занимают. По вине алмазной компании, я думаю, 100% практически, да? И алмазная компания должна оплатить это все. Но это приведет к снижению поступлений в бюджет республики, потому что других источников нет. Тех процентов, которые положены населению вилюйских районов, как хозяевам земли, на которой компания производит свои работы. Нет совести, потому что они отказываются от всех нарушений. Если они сейчас докажут, что они не виноваты в этих административных, то и ущерба они платить не будут. Я не могу пить воду, я не могу купаться, я не могу рыбачить. Мои личные права нарушены. Вот имеете право, как потребитель, любой гражданин, обратиться с иском в суд на компанию «Алрос». Конечно, в рамках гражданского кодекса. По факту создания угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Если Алроса не в состоянии дать гарантии, что в дальнейшем Мирилярская драга не будет загрязнять воду, стоит поднять по закрытию фабрики. Спасибо.